Олег Хухутович Бгажба, заслуженный деятель науки Республики Абхазия, академик Академии наук Абхазии, доктор исторических наук Российской академии наук, профессор Абхазского государственного университета, заведующий отделом истории Абиги Академии наук Абхазии, председатель специализированного совета по защитам диссертаций по историческим наукам при Абиги Академии наук Абхазии, член президиума Академии наук Абхазии, председатель археологической комиссии при президиуме Академии наук Абхазии, специалист в области древней и средневековой археологии и истории Кавказа, истории древних производств гончарства и кузнечного дела, автор более 150 научных работ, в том числе 15 книг, очерки по ремеслу средневековой Абхазии 8-14 веков, по следам кузнеца Айнара, черная металлургия и металлообработка древней и средневековой Абхазии, соавтор учебного пособия «История Абхазии» и учебника «История Абхазии» для средних школ и других. Олег Хухутович Бгажба является первооткрывателем самых ранних для территории бывшего СССР мечей из дамасской стали 3-4 веков, найденных в Абхазии. Доминирующая теория этногенеза абхазского народа в современной науке. Какая это теория? Доминирующей является автохтонная гипотеза. Представителем автохтонистов я являюсь. Но ее надо сейчас рассматривать именно не в одинарном каком-то плане, а в комплексном. И тогда, тогда можно будет больше доказать ее реальность науки. Зная состояние источника, в источнике нас, конечно, не балуют, и в этом вопросе тоже хотелось бы спросить, в какой степени или насколько серьезно используется историческая топонимика на территории соседней, современной Западной Грузии. Но, конечно, историческая топонимика абхазского или абхазо-адыгского происхождения. Конечно, она используется, потому что она является субстратной, первичной. Начнем с того, что река Чорох называлась Апсар река, к примеру. Есть Супса. Это все находится в Грузии. В этногенетических вопросах, конечно, они используются, потому что они выцвечивают вот эти пласты древние. Что нужно сделать нашей исторической науке для дальнейшего изучения этой проблемы, успешного изучения этой проблемы? В первую очередь, конечно, мы должны, во-первых, знать восточный язык. То есть, в первую очередь, кадр решает все, как это в свое время было, в советское время. Это значит, остается и сегодня. Кадры решают все. К сожалению, у нас после войны получился вакуум. Я уже об этом везде говорил, как всегда, на всех уровнях. У нас разрыв 20 лет получился. И вот эту лакуну надо заполнить. И очень хорошо, что в последнее время, особенно последние 2-3 года, у нас появились ребята, которые интересуются и Древним Востоком, и вот сейчас интересуются и греческим, латынским языками, чтобы они в подлиннике читали. Когда есть такие студенты, государство должно взять как бы опеку и выделять им стипендию, как раньше делалось, помню, в советское время еще где-то в конце 20-х, 30-х годов там посылали, давали стипендию, и это очень шло на пользу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, здравствуйте. Добрый день. И снова кафедра. Возможность оценить наших интеллектуалов по поводу нашего прошлого. Профессор Олег Хухутович Бгажба с наисложнейшей темой о происхождении абхазского народа. Собственно говоря, это слово этногенез, то есть происхождение народа. Каждый народ имеет свое происхождение. Естественно, наш народ тоже имеет свое происхождение, но оно уходит в такую далекую древность, дремучую, и так сложно, что
не все так просто с проблемой происхождения, с проблемой этногенеза абхазского народа, особенно на его ранних этапах. Поэтому в существующих взглядах на этногенез Абхазии можно выделить 3 подхода. Вообще, для этногенеза любого народа свойственно только 2 подхода. Это миграционный и автохтонный. А у нас еще появился и миграционно-автохтонный подход. Так что, видите, это тоже о чем-то говорит. Так вот, об автохтонности абхазского народа писали в свое время Фадеев, Лавров. Причем последний выдвинул кемерийскую гипотезу происхождения абхазско-адыгских племен, по которой их предки входили в доскифское время, в 8-7 веке до нашей эры, в Кемерийский союз племен. Ахеи, Зихи, Гениохи и другие. Это они так считали. И занимали территорию северо-западного Кавказа. Позднее эту гипотезу поддержали Членова, она археолог, и Ходко, историк. Это вот последнее время. Вместе с тем, выступая против преувеличения миграционного фактора, автохтонисты порой допускали его недооценку. И в этногенетических процессах, да и сама кемерийская проблема являлась дискуссионной. Вот в 70-е и 80-е годы XX века концепция автохтонности успешно развивалась в работах Шалвы Денисовича Иналыпа. Я уверен, вы пользовались, по крайней мере, мы рекомендуем эту работу «Вопросы этнокультурной истории абхазов», по которой весь абхазо-адыгский этнокультурный массив, по крайней мере в 3-м тысячелетии до нашей эры, сплошной полосой занимал почти все восточное Причерноморье Черного моря, в том числе территорию Абхазии. А с языковой точки зрения являлся субстратом для других языков. Например, наличие абхазского субстрата в мигрело-чанском языке. Теперь перейдем, к миграционной концепции происхождения абхазов. Она имеет несколько разновидностей. Первый вы, наверное, помните, знаете, это эфиопская, египетская гипотеза, Дмитрия Гулия. Она выводит якобы абхазов, которые якобы переселились на Кавказ из северо-восточной Африки. Другая миграционная гипотеза выводит абхазов из Северного Кавказа. Причем в античное время, говорит Сванидзе, а в позднесредневековое время, как известно, Павли Ингарокуа. Но эта точка зрения не соответствует современным данным археологических и письменных источников и была подвергнута справедливой критике. И в этой критике участвовали не только абхазские исследователи, ученые, но и грузинские, как вот, например, Анчабадзе, мой отец Гажба Хухут Соломонович и Ламтатидзе. Вот. А это, между прочим, гипотеза очень популярна сегодня, потому что она очень проста, что абхазы спустились в 17 веке с гор, и все. Больше ничего не надо говорить. И все в Грузии верят этому. Особенно молодые ученые. Третья миграционная гипотеза происхождения абхазов выводит их предков из Малой Азии и непосредственно примыкающих к них районов Юго-Западного Кавказа. Это гипотеза Мара. Существует также гипотеза, согласно которой абхазо-адыгские племена в далеком прошлом пришли из Малой Азии в Западное Закавказье, оттуда переселились на Северный Кавказ, а затем снова вернулись в первых веках нашей эры в лице апсилов, абазгов и санигов. Это, гипотезе придерживаются Меликишвили, Джавахишвили, но данная миграционная гипотеза в нынешних условиях выглядит противоречиво, ибо ни в письменных, ни в вещественных источниках подобные переселения, и тем более вторичное заселение древними абхазами своей территории не зафиксированы. В работе языковеда Джонуа постулируется наличие раннего индоевропейского субстрата в Абхазии.
Но этот тезис недостаточно обосновывается историко-археологическими материалами на фоне существующей острой дискуссии между археологами Мерпер-Черных и языковедами Гамкрилидзе Ивана вокруг прародины индоевропейцев в Циркумпонтийской провинции. Ну вот в период перестройки, которая переросла в перестрелку, наши тбилисские, грузинские оппоненты придумали такую вот теорию двуаборигенности, если можно так ее назвать. И с лекциями ездили по Абхазии и действовали, естественно, нам на нервы, потому что вообще-то двух аборигенов не бывает, но им, видимо, тогда было время перестройки, демократии, им было, видимо, неудобно нас лишать территории. Они говорят, да, вы жили, но и мы тоже жили вместе. Вот. Такое тоже было, такое тоже мы пережили. Но, как известно, двух аборигенов не бывает. Согласно автохтонно-миграционной гипотезе Анчабадзе, которая базируется на археологических выводах Соловьева, ядро абхазского этноса сформировалось на территории Абхазии примерно в 3-м тысячелетии при взаимодействии местного кавказского субстрата, то есть населения, жившего с эпохи камня. Так, если так просто говорить, вот жило население с эпохи камня, это субстрат. И в 3-м тысячелетии, значит, на нашу территорию явились племена из Малой Азии. Их он называет субстратом, суперстратом. Вот этот суперстрат, значит, стал взаимодействовать с субстратным населением именно на территории Абхазии. То есть ядро абхазского народа зародилось именно на территории Абхазии путем взаимодействия вот двух вот этих народов. Но это интересная вообще гипотеза, многие историки пользуются ей. Вот. Но между тем, с точки зрения исторической лингвистики, получается, что субстрат и суперстрат, да их этнокультурное взаимодействие говорили на одном и том же про-абхазо-адыго-хатском языке. В результате чего дальнейшее взаимодействие, победа языка суперстрата алогична, ибо оно являлось, на мой взгляд, внутренней этноареальной миграцией. То есть, что происходило? Происходило, значит, не на этой территории, начиная от Новороссийска до Орду, жили про-абхазо, адыго, хатско, кашкайско, абишлайские племена, а они, значит, говорили на одном языке. И если были проязыки, если были какие-то перемещения, то эти были перемещения внутри этого ареала большого, со стороны Малой Азии. То есть родственные племена перемещались в своем ареале. Вот это я хотел сказать, чтобы было понятно. Вот. Такова пестрая и довольно противоречивая этногенетическая палитра абхазского народа. Вместе с тем, если применить комплексный подход исследования, то можно на современном уровне в определенной степени разобраться в данной проблеме, сложной очень. Вот для начала привлечем археологию. Приморская полоса западного Закавказья, куда входила территория Абхазии, была экологически наиболее благоприятной для расселения древнейшего человека. Ярким подтверждением этому может послужить эталонная стоянка Яштхва близ города Сухума, которая продолжала функционировать с раннего Ашеля, а вот в учебнике у нас ранний Ашель идет где-то с 500-400 лет назад. Сейчас по новым, значит, изысканиям археологов, значит, ранний Ашель начинается примерно 1 200 000 лет. Значит, самые ранние слои нашего Яштуха, стоянки, относятся к 1 200 000 лет тому назад. Кстати, Лев Николаевич Соловьев, первооткрыватель этой стоянки, он как раз в свое время и говорил, что она намного древнее. Тем более на фоне того, что в Грузии сейчас нашли Homo georgicus, который датировали 1 200 000 лет,
Так что мы, в общем-то, в какой-то степени не отстаем, хотя они любят преувеличивать. Собственно говоря, именно отсюда первые люди проникают в Прикубание. В северо-западном и западном Закавказье мустерского времени прослеживается культурное родство с предшествующей эпохой. Важно отметить, что именно здесь представлены памятники переходного типа к позднему палеолиту. На основе мустерской культуры западного Закавказья складывается единая позднепалеолитическая культура, которая хорошо прослеживается на территории Абхазии. Так, например, в пещере Апианча и Холодном Гроте, это Цибельдинская долина, наблюдаются слои финального палеолита и мезолита. Именно в поздней палеолитической культуре западного Закавказья прослеживается значительное единство. Вот, кстати, это подметил Джапаридзе Отари Михайлович, один из нормальных грузинских археологов. Поэтому можно считать, что единый характер этой археологической культуры является и отражением в какой-то степени определенной этнокультурной и языковой общности. Вот видите, тут археологически оно как бы подтверждается, вот, что существовала праабхаза, адыга, хацка, ну, можно на этом остановиться, общность. Пока Кашков и Обешла не трогать, потому что, да. Вместе с тем, неолит западного Закавказья складывался на базе местной мезолитической культуры. Так, например, в тех же абхазских пещерах Апианча и Холодном Гроте залегали ранние слои неолита. Это интересные пещеры. Вот по сей день люди там останавливаются, особенно в пещере Апианча. По сей день там, значит, скотоводы ночуют, там останавливаются во время плохой погоды. Это с того самого времени аж. В этом аспекте показательно и ранее палеолитическое поселение Лемса, вот, которую раскрыл Воронов. Эталонным является долговременное, до самого конца каменного века поселение Кистрык, это вы там знаете, в районе Гудаут, Бамборах. Аналогичный материал обнаружен и на Нижнешиловской пещере близ Адлера. В эпоху неолита происходят важнейшие процессы, во многом определяющие этногенетическую судьбу абхазского народа. Говоря о его происхождении, следует всегда помнить, что с момента заселения Западного Закавказья человеком здесь традиционно в силу соответствующих эколого-географических условий преобладали южные влияния со стороны Малой Азии. Кроме того, в немалой степени эти южные влияния были обусловлены этнолингвистической общностью древнейшего населения Восточного Причерноморья, так как в древности данная территория была заселена праабхазо-адыго-хатскими племенами. В современной науке установлено наличие древнейшего праабхазо-адыгского субстрата по всему Западному Закавказью и его языковом родстве с хатским, носители которого обитали в Древней Анатолии. Однако, это Меликишвили, Дьяконов, Владислав Григорьевич Арзенбаум, вот и другие ученые. Однако в неолите происходит распад древнеязыковой праабхазо-адыго-хатской общности. Языковой дифференциации сопутствовали процессы этнокультурного обособления региональных массивов местного аборигенного населения. Уже в эпоху раннего металла это своеобразие заметно на территории прибрежной части Абхазии. Так, в 3-2 тысячелетии до нашей эры здесь появились поселения с нехарактерными для других регионов Кавказа тяпкообразными мотыгами Сочи-Адлерского и дисковидными мотыгами Сухумского типов, продолжавшие функционировать чуть ли не до начала раннего Железного века. Следующий этап этнокультурной истории населения Древней Абхазии представлен местной протоколхидской, ачимчирской и мегалитической, это дольмены, крамлехи и мингиры, культурами. Это 3-е тысячелетие до нашей эры и середина 2-го тысячелетия до нашей эры. Для этого времени характерны уже развитые формы керамического производства,
круглодонная посуда, часто с лощеной поверхностью, петлевидные ручки и так далее. Плужное земледелие, отгонное скотоводство, зарождение цветной металлургии тоже в это время очень были развиты, они составляли все производящее хозяйство. Характерным достижением культурным той эпохи были мегалитические сооружения, которые в большом количестве сосредоточены в районах Абхазии. Это прежде всего дольмены, монументальные погребальные сооружения. Строительство дольменов требовало большого труда и вряд ли было под силу одной семье. В Абхазии их известно более 80. А дольмены порой имели и каменные ограды кромлехи. Это уникальное явление раскопал Игорь Цвинария, наш археолог, в Адхаре. И, значит, в Ишерах, например, кромлехи и дольмены отдельны друг от друга. А мингиры это камни как отдельные, так и они составляют сам кромлех. То есть кромлех состоит из мингиров. Весьма симптоматичным является, что археологические материалы этого времени из Западного Закавказья имеют много общих черт с более ранним инвентарем, характерным для майкопской культуры. Весомый аргумент в подтверждение автохтонности абхазского народа представляет этнографические данные. Ну, тут, вот, видите, в начале археологии здесь мы привлекаем этнографические данные для обоснования наших положений. В частности, обряд воздушных захоронений. Это вы, естественно, все знаете, бытовавший на территории Абхазии, скорее всего, с 3-го тысячелетия. Это мегалитическая культура. В начале 1-го тысячелетия до нашей эры колхидская культура. Это, значит, кушинные захоронения в Гаграх. Тоже вторичные, но в кушинах хоронили. А в период греческой колонизации времен Геродота, 5 век до нашей эры, и более позднее время Аполлоний Родовский, Николай Даманский, потом зафиксирован этот обряд и в 17 веке путешествий Жаном Лукой и Евлия Челеби, турецким путешественником, и нашим этнографом, значит, Званба, а до него Вахушти Багратиони. Это как раз вот очень хорошее доказательство того, что, по крайней мере, в течение 5000 лет, начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры и кончая 19 веком, в течение 5000 лет наш народ жил здесь, и был один и тот же обряд, и он не менялся. Вот это хорошее как раз доказательство для вот автохтонности. Отсутствие палеоантропологических данных из Западного Закавказья, естественно, не подкрепляют археологические материалы, которые используются исследователями для решения тех или иных этногенетических проблем. Известны лишь череп верхнепалеолитического времени из Новолишинской пещеры близ Сочи и из холодного грота Абхазии. А больше нету черепов. Аналогичная закономерность отмечена и в ряде других районов Европы, прилегающих к Средней Азии. Но, тем не менее, антропологические абхазы, вот провел исследование Алексеев, был такой известный антрополог, а также адыгейцы и аджарцы относятся к понтийскому типу, местные истоки которого устанавливаются с достаточной определенностью. Ну, аджарцы это условно называются, ну, чисто географические там, аджарцы. Древние этнонимы абхазо-адыгского круга специалисты усматривают впервые в документах ассирийского царя Теглат-Паласара I, 12 век до нашей эры. В них трижды упоминаются апешлайцы. В этих источниках большинство специалистов видят в качестве вариантного названия апешлайцам Касков-Кашков. Во начале 1-го тысячелетия до нашей эры население северо-восточных районов Малой Азии. И если это наименование сопоставить с апсилами античного и средневекового времени, то название Кашков симптоматично
проявляет близость к названию современных адыгов. Византийская касахи, древнерусская косоги, древнегрузинская кашаги, арабская кашаки. Каски в языковом отношении обычно связываются с хаттами, занимавшими в конце третьего, начале второго тысячелетия обширной территории Малой Азии, часть которых была освоена хеттами и неситами. Поэтому языковая общность, выделившая хатско-касски и проабхазо-адыгские элементы, должна была существовать не позднее третьего тысячелетия до нашей эры. Топоним Апсар не единственный в юго-восточном Причерноморье, в котором присутствует абхазо-адыгская основа в письменных источниках со времен хетского царя Мурсилиса II, второе тысячелетие до нашей эры, когда он штурмом взял пункт Арипса. Ну вот еще в то время вот эти топонимы как раз свидетельствуют о нашем присутствии. Одно из последних упоминаний в источниках о касках относится к концу VIII века до нашей эры, когда они подверглись опустошительному набегу ассирийского царя Саргона II. 722-705 год он правил. В начале первого тысячелетия до нашей эры прокартвельские племена Карду-Карты, Кулха-Колхи, Луша-Лазы, Сперы и Беры, Мосхи-Месхи, ранее проживавшие в северо-восточных областях Малой Азии, они вообще на нашей территории Западного Кавказа или Восточного Причерноморья как не проживали. Вот, в то время еще. Продвинулись через ущелье реки Чорохи по побережью или логичнее по ущелью реки Куры в колхидскую экологическую нишу. На историческую правдоподобность такого варианта может указывать первичность просеверокавказского хурито-уральского элемента Закавказья до начала первого тысячелетия нашей эры, родственного восточно-кавказским языкам нахско-дагестанским. Это вот как раз Арутюнов, известный ученый, об этом как раз пишет. Тогда же, по всей видимости, и произошло перемещение по побережью через Восточное Причерноморье, коридор Меда, Колхидская дорога и через перевалы прямых предков адыгов на северные склоны Западного Кавказа. Про абхазские же племена, как первичная часть общности, продолжала обитать в Колхиде, где их и застали античные источники в лице гениохов, кораксов, апсилов, абазгов, санигов, а позднее мессимиян. Специалисты считают, что культурные продвижения из Колхиды по Черноморскому побережью Восточное Закавказье и северные склоны Центрального Кавказа достигают пика в IX-VIII веке до нашей эры. Это время совпадает с периодом расцвета Колхидо-Кабанской культурно-исторической общности. Следующий исторический документированный этап истории местного населения падает на VIII-VII век до нашей эры, начало Железного века в Абхазии. В этот период в Западном Закавказье отмечается демографический взрыв, характеризующийся резким увеличением числа населенных пунктов. Тогда же получает развитие керамическое производство, металлургия, ткачество, соляный промысел и так далее. Это вот в работах Габеля того времени есть. Прирост, скорее всего, происходит за счет внутренних ресурсов, в условиях влияния все возрастающих контактов с ближневосточной цивилизацией Урарту и малазийских образований Лидия, греческие колонии Южного Причерноморья и так далее. Западно-Кавказский регион охватывает однообразная археологическая культура, Колхидско-Кабанская историко-культурная общность, отдельные очаги, которые возникли на Кавказе. Ориентировка этой культуры уральско-малазийская. Это вот Воронов в своей докторской доказал. Ну, были такие связи. Много у нас в археологическом материале персидских пряжек, поясов, от поясов. И вот эти украшения... Они, значит, очень были похожи, колхидские материалы и урартские. Они тесно были связаны друг с другом. Некоторые из грузинских археологов и историков называют эту культуру не колхидской, а колхской, тем самым придавая ей налет национального колорита.
Вот если вот в мое время вот выходили работы там в России, там большие монографии, даже которые выходили в Москве, 12-томники там. Если писали грузинские историки, они всегда называли эту культуру колхидской, колхской. Вот эту колхидскую культуру, когда она была поделена, но это сейчас я не буду этого касаться, она была поделена из чисто политических соображений на колхидскую и кабанскую, вот, потом ее снова объединил Воронов. Вот. Сейчас ее тоже пытается объединять, но на другом уровне. Если Воронов говорил о колхидско-кабанской историко-культурной общности, и, значит, он связывал эту культуру именно с древнеабхазскими племенами гениохами, то сейчас существует другая точка зрения, ее величают не колхида, а кабана-колхидская. То есть хотят показать, что движение шло с юга на север, с севера на юг, а не с юга на север. Но это наши московские товарищи, но пока они еще не эти свои значит, выводы не защитили, но во всяком случае у них имеются статьи по этому поводу. В это время, значит, вот, как я уже говорил, в письменных источниках встречаются племена гениохи. Они на базе высокоразвитой вот этой местной позднебронзовой металлургии освоили производство железа в 8-7 веке до нашей эры. Когда же древние греки и египтяне. То есть мы в этом плане абсолютно не отставали ни от древних греков, ни от египтян, ни от персов. Вот, когда у нас начался Железный век. Гениохи также были одними из создателей замечательного абхазо-адыгского цикла о Нардском кузнеце, в образе которого находит олицетворение апофеоз древней металлургии железа. Без его помощи не обходилось ни одно важное хозяйство или семейно-бытовое мероприятие. На этнокультурную историю древнего населения Абхазии значительное влияние оказывал и географический фактор. Заселение абхазами территории всегда служило своеобразным мостом. Заселенная абхазами территория всегда служила своеобразным мостом между Северным Кавказом и побережьем Черного моря. Второе направление связи определяло море, вдоль берегов которого плыли корабли в сторону Малой Азии и Крыма. Например, в селении Тамыш была найдена глиняная модель лодки в слое 8 века до нашей эры. В этой связи можно вспомнить такие приморские цивилизации, как, например, Греция, Рим, Византия, с которыми древние предки абхазов также были в теснейшем контакте. Немаловажную роль играло и то пространство, занятое абхазами, которое было открыто воздействию с юго-востока, откуда вела известная подгорная абхазская дорога от Кутаиси до Анакапии, современный Новый Афон. Этим путем пользовались как торговцы, так и завоеватели. Ну, возможно, персы, арабы, например. Через территорию Абхазии по прибрежной Мёто-Колхидской дороге одному из кавказских маршрутов в Переднюю Азию в 7-6 веке до нашей эры проходили походом скифы, часть из которых по возвращении обратно в Северное Причерноморье осела и смешалась с местным древнеабхазским населением гениохов. Вот это если взять могильник Куланырхо, на одном семейном могильнике встречается наряду с местными захоронениями 3 скифских. Почему они остались, это надо подумать. Может быть, наши девушки им понравились. Они когда шли в походы, они ничем не были обременены, они свои семьи оставили. И вот почему-то они остались. Но в это время, что самое интересное, в это время не только в Абхазии, но и по всей Евразии существовала мода на скифские изделия. Это мода на предметы вооружения, скифский звериный стиль.
Этот короткий меч Акинак, это все, наверное, когда откладывают кроссфорды, наверное, они знают, что существовал такой меч Акинак. Важно, например, отметить, что, тем не менее, хотя вот у нас было влияние вот это скифское, не только у нас, но по всей Евразии, надо отметить, что наши традиции, они восторжествовали над традициями скифов, потому что скифский меч, изготовленный в Абхазии, он был всегда закален, чаще всего. Вот если ты находил закаленный скифский меч Акинак, это можно с достаточным основанием сказать, что это был откован он на месте. А вот само настоящее скифское оружие, которое отковывалось вне Абхазии, оно никогда не закалялось. Это значит, исследователи подметили, что скифы не закаляли изделия, хотя они были отменными кузнецами. Вот это тоже это очень интересный момент, который, когда я делал доклад в свое время в Тбилиси, они очень заинтересовались, потому что на международной конференции они очень заинтересовались, потому что они же считают, что Абхазия это Грузия, а этого они не имели, этих фактов. Это им интересно было, потому что у них тоже скифское оружие тоже находилось, но никто не проводил тогда металлографических анализов. То есть проводили, но не обращали на это внимания. Важным этапом в истории региона связан с греческой колонизацией Черноморского побережья. Все население региона греки называли колхами. При этом, говоря об этнической ситуации в регионе, при интерпретации источников никогда не следует забывать, что в понятие колха в широком смысле слова входили все племена колхиды, в том числе гениохи, колхи в узком смысле слова, скорее всего, лазы, и даже сами греки-колонисты из Милета. Колхида в таком случае воспринималась как географическое понятие, а не как эфемерное колхидское царство в VI веке до нашей эры, сконструировано, скорее всего, в XX веке на бумаге. На территории Абхазии греки создали свои колонии, то есть полисы Диоскуряду, современный Сухум, Гиенос, Ачимчира и Питьюн, Ишерское городище. В Кавказском самом популярном изводе мифа, 8 век до нашей эры, хотя некоторые считают, что миф об аргонавтах был написан в 12-м, следует обратить внимание на имя одного из персонажей Апсирт, сына колхидского царя Аэта. Это древнеабхазский антропоним, сопоставимый с самоназванием абхазов Апсу-Апсил. Древние толкователи от Апсирта производили и важную гавань Апсар, расположенную ближе современного города Батуми. Возможно, антропоним Апсирт этимологически восходит к более древнему этнониму абхазо-адыгов Абешла-Кашков, которые ранее упоминались в ассирийских источниках. К такому выводу мой отец пришел в свое время. Важным в апсилийской проблематике апсилы один из основных наряду с абазгами компонентов, сложивших единую абхазскую феодальную народность, является вопрос и о древнем наименовании фазис, современной Рионе. Николай Яковлевич Маром была сформулирована гипотеза, связывающая гидроним фазис с абхазо-адыгской языковой средой и рассматривающий его как свидетельство того, что в древности эта река протекала не среди имерского и верского, а пасского, то есть абхазского населения. Возможно, поэтому Ксенофон в V веке в своем анабазисе называет народ вокруг Фасиса фасианами, в то время как колха в узком смысле слова помещает в районе реки Галис, современный Кызыл-Ирмак, то есть вне вообще колхиды. Все это он сам лично засвидетельствовал. Наименование фазис в таком случае может быть вполне сопоставимо с этнонимами абазг, апсил, которые легли в основу ныне бытующего самоназвания Апсо, связанное с апишлайцами. Это писал Воронов и Иналыпа. Фазис, город Эйлинский, был основан
Ойкистом Фемистогором из Милета где-то в первой половине VI века на земле, принадлежащей тогда гениохам. Вот это интересно. Это сами греческие авторы писали. Древнейший ареал гениохов, если снять мифологический флер, выявляется с помощью данных Аристотеля. Это, значит, 4 век до нашей эры, Помпоний Мела 1 век. Заимствованных из более ранних ионийских источников, повествующих о том, что Апойки, Диоскуриада и Фазис находились на земле гениохов. Это тоже интересно. Также гениохов следует подразумевать и в безымянных племенах, помещенных Геродотом в V веке до нашей эры между Фасисом и Кавказским хребтом. А Колха в узком смысле, соответственно, располагая южнее Фазиса. Но это в основном они в V веке находились вот в районе реки Галис, как я говорю. Более поздняя традиция локализует гениохов севернее Диоскуриады и Питиунта, Псевдоскилак, 4 век до нашей эры, Страбон и так далее. А в первых веках нашей эры царство гениохов имело 4 царей. Тоже интересно. Вот когда я говорил о государстве, как раз я это вспоминал, и этим 4 царям подчинялись скептухи. Тут уже какая-то система власти прослеживается. Но это уже из другой темы. Упоминаемые в источниках нашей эры древние абхазские саниги, абазги, апсилы ранее, несомненно, находились в составе Гениохийского союза племен, потому что он был пестрый. Существует исванская гипотеза принадлежности гениохов со ссылкой на Страбона и Птолемея, но Страбон помещает в окрестностях Диоскуриады не сванов, а соанов. Соответствующий отрывок дефектен и противоречив. А территориально-смысловая связь этнонимов соаны и саниги достаточно очевидна, как считает Воронов. Существующее единственное в своем роде упоминание свана Колхов Птолемея, не подтвержденное какими-либо другими источниками, скорее всего, должно быть отнесено к несовершенству методики и источников, использованных географом. Вместе с тем, это не соответствует самому Птолемею, который помещает свана Колхов не на территории Колхиды между Диоскуриадой и Фазисом, а в азиатской Сарматии, рядом с гениохами. Да и вообще география Птолемея не может быть безоговорочно использована для реконструкции подлинной исторической ситуации на территории нынешней Абхазии II-IV века, ибо в ней отсутствует упоминание Севастополис, а Севастополис уже был во II-IV. Питиунт нет, Апсар, и нет ни апсилов, ни абазгов. Значит, тут осторожно нужно относиться к самому Птолемею, раз так. Существует еще мигрелочанская гипотеза гениохов, исходит из сходства этнонимов саниги, саны, чаны, и присутствие, согласно Плинию, в юго-восточном Причерноморье племенное объединение санно-гениохов. Из-за одного сходства нельзя считать несомненной принадлежности санигов и гениохов к западно-картвельским племенам. Это, кстати, сам Меликишвили писал. Вместе с тем, параллельное присутствие в источниках Плиний Секунд, Флавий Ариан, Прокопий Кесарийский, Мигрела Чанов, Лазы Цаны и санигов в связи с апсилами и абазгами исключает и эту гипотезу. Слабой стороной мнения, это вот последнее, это ответ на нашу историю Абхазии, учебное пособие, это Арденбовский. История Абхазии, это он нам поручил ее написать. Ответ пришел только через 10 лет, вот, в 1999 году, где они, значит, говорят, что они относят этих к картвельскому племени, это Инадзе и Ламаури, но о картвелоязычности не приводят. Для этого надо, во-первых, доказать, что они не абхазы, не сваны и не мигрелочаны, но они этого не делают.
Помимо гениохов и суанов, в тесную связь с Диоскуриадой источники ставят и племя кораксов, то есть греческие вороны. Этот этноним известен по крайней мере 6 авторам. Вот, раскопки там вначале вел Шамба, сейчас там ведут раскопки Скаков и Жопу Аркадий. Это древнее абхазское племя локализуется в ущелье Кадора, а также гораздо шире, захватывая верховье Гумисты. Кораксы в источниках фигурируют рядом с гениохами. Разные мнения существуют среди абхазских археологов по отношению к колам. Одни их связывают с древнеабхазскими племенами, оставившими в верховьях Алцга, Джантовский могильник, другие вообще не связывают их с территорией современной юго-восточной Абхазии. Ныне Джантовский могильник, исследователи, которые ведут сейчас там работы, связывают их с соанами. Но соаны, они считают, что туда входили не только картвельские племена, но и значит, абхазо-адыгские. Но это какой-то двуаборигенностью пахнет. Но тем более, что суаны то в одних случаях как мощные племена фигурируют в источниках, а в других случаях как мелкие племена какие-то, раздробленные. Так что тут тоже трудно говорить. Тут надо и исследовать и археологически, и коррелируя с источниками и так далее. В эпоху эллинизма, особенно 4-2 века до нашей эры, произошло как бы взаимное интегрирование ранее автономно существовавших пришлой и местной культур. И население Диоскуриады стало смешанным, древнегреко-абхазским. Среди импортной продукции того времени можно выделить местную продукцию, местную в кавычках, местную продукцию греков-колонистов. Это те, которые стали местными уже. Кстати, если говорить уж о том, какой народ здесь жил вот на территории вместе с абхазами, то с VI века здесь вместе с нами как раз появились греки, а не картвельские племена. Вот. Вот они и создали вот эти города-полисы. И вот поэтому они, значит, научились делать посуду так, как мы делали, а мы научились, как они делали. То есть археологи есть, которые выделяют только местную и привозную посуду. Это легко. А вот Воронов выделил еще местную греческую посуду, то есть тех греков, которые поселились в Абхазии. Так что грань между традицией и инновацией это трудно уловить. Потому что иногда традиция переходит в новацию, иногда в новация переходит в традицию. Мы уже говорим, это наше. Поэтому вот этнологи должны этот нюанс учитывать. Об укладе городской жизни и связанной с ней государственностью проливает определенный свет эшерская надпись 4-3 века до нашей эры на безупречно греческом языке, в которой говорится о царстве и о какой-то победе жителей эшерского городища над неприятелем. Возможно, в это время существовало некое какое-то, неизвестно, но какое-то царство существовало, и условно может его назвать диоскурийским условно. Вот. Но, значит, границы его проходили примерно между Гульрипшем и Гвандрой. Но важно также отметить, что у нас греческая письменность в основном использовалась до X века. Потом, значит, она продолжала использоваться и до XIII, и до XV века на стенной росписи, вместе с грузинской письменностью. А так до X века все у нас эпиграфические надписи, они были сделаны на греческом языке, причем на грамотном греческом языке. Это говорит о том, что население у нас было грамотным. В первых веках нашей эры Гениохийский союз распался на более мелкие
древнеабхазские этнополитические объединения санигов, апсилов, абазгов. Апсилы дали абхазам самоназвание Апсуа. Их первые упоминания Плиний Секунд до 79 года без абазгов упоминал. И Флавий Ариан уже упоминал с выделившимся уже из среды санигов абазгами. Каждая из них было объединено в этнополитические и раннегосударственные образования. Соответственно, саниги, апсилия и абазги имели собственных царей, скорее всего, вождей, назначенных римским императорами. Границы этих этнополитических объединений менялись по мере продвижения соседних лазов. Так, в первых веках нашей эры, судя по письменным источникам, кремационным погребениям и археологическому материалу, граница между апсилами и лазами проходила примерно в районе реки Рион в первых веках. А в VI веке уже, судя по Прокопию Кесарийскому, в районе Ингура. Византия ввела в Колхиду систему вассалитета, управляя таким образом через лазику своего вассала древнеабхазскими этнополитическими объединениями, тем самым создавая у лазов иллюзию приоритета главенцев над последними. Но когда апсилы отпали от лазов в 550 году, то именно Иоанн, сын зодчего Фомы армянина, руководивший тысячным отрядом византийцев, уговорил мирными речами апсилов, чтобы те снова стали подданными лазов. То есть не лазы их утихомировали, а византийцы. То о каком подчинении может быть речь? Вместе с тем, поэтому в угоду лазам Агафий Миринейский писал, что, гордясь своим названием колхов, они сверх меры себя возвеличивают, лазы. Это, возможно, единственный письменный источник, где приводится связь древнекартвельских племен лазов с колхами, естественно, в узком смысле этого названия. Показательно, что после убийства лазского царя Губаза в VI веке, который во время ирано-византийских войн за обладание Колхидой почти находился в своей главной крепости Архивополис на Колокеве и, возможно, скрывался в горах со своей свитой, политическая ориентация лазики определялась на народном сходе между Аэтом и Фартасом, знатными уважаемыми людьми среди лазов. Причем один из них был сторонником персов, другой византийцев. Это власть не по наследству перешла. Губаза убили, не перешли. Вот они решали, кто будет, значит, Фартас или Аэт. Так что наличие мощного лазского царства, которое декларируется почти всеми грузинскими историками, в этом случае выглядит проблематично. Лазика тогда же, скорее всего, была таким же в социально-политическом отношении раннеклассовым государственным образованием, как Апсилия и Абазгия. В 70-х годах нашей эры, согласно Плинию Секунду, лазы находились вблизи устья реки Апсар. Еще, имейте в виду, в первых веках они еще даже не жили на территории Западной Грузии. Они находились в первом веке в районе реки Апсар. Он же говорит о реке Руан и прилегающей к ней области Кегритика во внутренней Колхиде. Кегритика, скорее всего, тесно связана с эграми и названием Игрисии, Эгрисхали. Флавий Ариан в 137 году подчеркивал, что древнее наименование Апсар, Апсирт, потом было искажено. Вот пишет человек во II веке нашей эры, что потом было искажено так же, как и подобно тому, как искажены и другие названия. Вот так он писал. Географ Клавдий Птолемей, современник императора Марка Аврелия, сообщал, приморскую часть Колхиды населяют лазы, вышележащие местности, манралы и народы, живущие в стране Экректики. Страна Экректика – это, несомненно, плиниевская Кегритика, населенная эграми, а название которых, как и манралов угадывается современное название мигрелов, занимающих теперь близкое к указанному Птолемеем положение. После II века нашей эры
из письменных источников исчезают все перечисленные названия, за исключением лазики, включающие как область приморских лазов, так и манралов и эгров. Значит, эгры, манралы все вошли потом в лазику. Тогда они постепенно в VI веке начинают оттеснять апсилов от района Кенгуру. Что же касается апсилов, то на примере общины крепости Цибилиум впервые в Абхазии археологически устанавливается генетическая преемственность ее носителей на более чем 1500-летнем континуитете культуры от 8 века до нашей эры до 7 века нашей эры, из которого вторая половина письменная история апсилов, а первая сведения о гениахийском племени кораксов, за чьим названием скрываются прямые потомки апсилов. Преемственность культуры последних с предшествующей общеколхидской культурой должна объясняться закономерностями культурной эволюции западно-кавказской экологической ниши, где этническая дифференциация, как оказывается, не может основываться только на элементах материальной культуры, требуя более разностороннего объяснения. Нельзя отрицать и периодические иноэтнические инфильтрации в результате вражеских нашествий и международных контактов, как это, например, прослеживается в отношении включения в V-VI век нашей эры в общину Цибилиума аланского элемента, Воронов-Гашба, вот мы писали об этом. Мы там находили в погребениях аланку, допустим, два с таким вытянутым черепом. Это значит, тут какие-то были уже связи более такие близкие. Вот. Или же в канабах приморских римско-византийских крепостей Пиниус, Севастополь, Зиганс население могло быть смешанным, в то время как сами кастеллумы местные жители не допускались. Интересно также отметить, что в это время в местном кузнечном ремесле пакетирование, сварка и появившаяся техника наварки стального лезвия на железную стову не стали традиционными для Западного Закавказья, оставаясь на уровне новаций. Между тем, в материалах местных апсилийских захоронений засвидетельствован большой процент, это более 50%, самых ранних 3-4 века для территории бывшего СССР римских мечей, в том числе гладиусов, изготовленных техникой сварочного Дамаска, дамасская сталь. В селе Эшера тогда же местные кузнецы пытались имитировать данную сложную технологию. Традиционно высокий процент термообработанных стальных изделий. Что касается характерной особенности развития местной керамики, то и она не знает резких смен керамических типов и дает пример последовательного местного развития, принимавшего извне лишь отдельные детали и технические приемы. Даже воздействие античной колонизации кардинально не нарушило этой внутренней закономерности развития. Мессимиане появились на исторической арене лишь в 50-х годах VI века. Они еще не были дифференцированы Прокопием Кесарийским от соседних апсилов. На данную связь со всей очевидностью указывают следующие данные. Агафий Миремнейский, нейского последователя Прокопия, он уже четко дифференцирует мессимиан между апсилами, лазами и аланами с одной стороны, между сванами, лазами и верами и варварами по ту сторону Кавказа с другой стороны. При совместном упоминании лазов, апсилов и мессимиан он подчеркивал разницу в языке между первыми и третьими, ничего не говоря о вторых. Он приводит важные сведения о том, что на переговорах с мессимианами византийцы прибегали к посредничеству только апсилов. И, наконец, он прямо подчеркивал, что апсилы и мессимиане были близки по образу жизни. Да и имена двух представителей мессимианской знати, Хада и Туана, имеют четко выраженный абхазский облик и сохранились в местной антропонимии до сих пор. И вот основа мызым, связанная с Мессией, и сегодня тоже присутствует в абхазской топонимике. Вместе с тем, Мессимийская крепость Пскал, Цахар, Агафия входит в число памятников цибельдинской культуры апсилов, что также может свидетельствовать лишь о тесной этнокультурной связи мессимян с апсилами, разрыв между которыми был обусловлен главным образом, вероятно, географическими условиями реки Кадор.
Данные Менандра византийские историки подтверждают и дополнительные сведения Агафия о мессимианах. Говорится о них и о дороге Миндемианов, одного из ответвлений наряду с Даринским путем и дорогой Абазга Великого Шелкового пути. Данная дорога проходила по ущелью Ингура через перевал Накра. Географические условия указывают на правильность только такой интерпретации источников, поскольку ставка аланского правителя Сарозия находилась где-то в районе Пятигорья. И что на юг отсюда, в обход Эльбруса, вело два параллельных пути, из которых Мессимийский выходил через Бухлон к Фасису, а западный Даринский через Цебельду в Себастополис. Указание Менандра о том, что Свания в VI веке располагалась восточнее нынешнего своего местонахождения, то есть в верховьях Риона, соответствует определенному сообщению Прокопия, что путь Свании вел через Кутаис и Эфемерий. И сама она помещалась в местах от Мохерисиса до Иберии, то есть не имеет никакого отношения к Мессиминии, и значит и к территории нынешней Абхазии. Свания как была, Сванетия сейчас, она, собственно говоря, так и находится, а вот если говорить о верховьях Кадорского ущелья, как неправильно называют Абхазская Сванетия, еще в начале 20 века ни о каких сванах там и речи не могло быть. Объективнее всего, мессимиане помещались в предгорной части Ахуца между реками Кадор и Ингур, то есть, соответственно, между пограничными крепостями с Апсилами Цахара не граничили, это Пскальская крепость по Кадору, и Лазами Бухлон, нынешний Пахулан. Таким образом, если логично считать мессимиан, отделившихся от Апсилов, то этнополитическая граница между древнекартвельскими лазами и древнеабхазскими апсилами и мессимианами в VI веке проходила по реке Ингур. А в более поздних византийских источниках Максим Исповедник, Феофан Хронограф и армянская география Ашхарацуть очерчивают восточную границу между Лазикой и страной Апсилией и Мессимиинией по реке Ингур тоже, верховье которого до крепости Бухлон, современный Пахулан, в тот период была еще включена в политические границы Алании со времен восстания мессимиан 55-56 года. Важно также подчеркнуть, что впервые в армянской географии фиксируются оба названия Абхазии и абхазов, бытующих до сегодняшнего дня: Апшил, Писинун, Апсны, и Аваза, Абхаз, Абхазия. То есть в одном источнике впервые упоминается два названия, что, возможно, говорит уже о начале завершения вот этой консолидации древнеабхазских племен в единую феодальную народность, которая завершилась позже. Значит, локализация крепости Трахея, как пограничной между Апсилией и Абазгией пункта в Новом Афоне, имеет такое же важное значение для истории Абхазии, как локализация Бухлона реки Ингур, которая в свою очередь являлся пограничной крепостью между мессимианами и лазами. В 30-50-х годах VI века византийские императоры Юстиниан, древнеабхазские племена объединения принимают христианство в качестве официальной религии. Это, естественно, способствовало началу их консолидации в единую абхазскую феодальную народность. Катализатором ее образования, скорее всего, явилось арабское нашествие. Арабы, как известно, были остановлены у стен Анакапии абхазскими и картлийскими боевыми дружинами. Кстати, в данном случае мы имеем первое свидетельство присутствия картлийцев на территории Абхазии. Не пострадавшие от арабов абазги, у них к этому времени было княжество, смогли консолидировать другие древнеабхазские объединения в самостоятельную единую абхазскую феодальную народность. Во всяком случае, в грузинском письменном источнике 786 года мученичества Абот-Белели Абхазия уже фигурирует как христолюбивая страна с ее народом, правителем, епископом и священниками. Но вот не будь консолидации древних абхазов в единую абхазскую феодальную народность,
общей для абхазов и абазин, вряд ли было возможным образование независимого раннефеодального абхазского царства, которое, являясь щитом от арабских нашествий, объективно привело при присоединению и завоеванию всего Западного Закавказья. Спасибо за внимание. Многие грузинские ученые, например, делают вывод о том, что индоевропейцы произошли с Кавказа. Это первые индоевропейцы, да. Это Гумудёрник. Как вы думаете? Ну, во-первых, это разные гипотезы. Это гипотеза, я же говорил, это гипотеза Гамкрелидзе и Иванова. А другие говорят, что родина индоевропейцев это Балканы, а не наша территория. Вы также упомянули Анакапийское сражение, вот присутствие арабов на территории Анакапийской крепости. А археологические раскопки подтверждают это? Ну, я что могу сказать? Я сам вот удивлялся тому, что то, что пока раскопано, вообще, честно говоря, не подтверждается, что там какая-то была мощная битва, и, ну, если там столько было армий, столько солдат, то что-то же остаться должно было. И вот, например, персы, правда не арабы, а персы, вот всего там несколько месяцев побывали в Цибилиуме, и мы нашли их, материалы, персидские материалы. А тут почему-то арабских материалов не нашли, но я не знаю, но я тоже всегда удивлялся, и даже вот интересный пример могу привести, что вот Куликова битва. Там провели раскопки, где считалось, что Куликовская битва, там ничего тоже не нашли. Там нашли только поселение Кузнеца. Но может быть, вот сейчас вот будут, возможно, раскопки широкой площадью, там намечаются в районе Анакапии. Может быть, что-то мы и найдем, а раскапывались в основном только башни, вот эти 7 башен. А когда же все-таки, да, на территории современной Западной Грузии появляются картвельские племена? Когда же? Ну, вот где-то в первых веках они еще, лазы, еще в первых веках в районе Чуроха находились, по Плинию Старшему. А вот я же говорю, что во втором веке эгры и мингрелы жили в районе Риона. Вот где-то в первых веках где-то появились. Да. А апсилы раньше доходили до Риона, до Чхоросху, потому что там были найдены эти погребения, такие же, как... Потом лазы потихоньку оттеснили нас. Олег Ухутович, за очень интересную, насыщенную, нужную, очень актуальную тему и лекцию. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.